На сегодняшний день у нас очень много разных экономистов, бухгалтеров, а также тех, кто предлагает свои услуги красоты. Кто-то что-то считает, сводит дебет с кребетом, кто-то делает реснички, кто-то делает ноготочки. Но между тем профессия сварщика, она несколько недооценена. Но если подумать, если действительно преуспеть в этом деле, то можно очень даже неплохо заработать. Особое недоумение вызывают девушки, которые решили связать свою жизнь с этой профессией. Всем привет! Меня зовут Полина Долинская, и сегодня в рамках этого проекта «Испытано на себе», мы узнаем, кто такая настоящая девушка-сварщик. Сегодня, друзья, в рамках нашей программы я хочу вас познакомить с замечательной девушкой, которая не боится варить борщи, а также варить заборы. Юлия Корякина расскажет мне, покажет и, я думаю, научит. Так что все пошли. Испытано на себе. Испытано на себе. Ну что, друзья, на сегодняшнюю программу это наше место съемки. А вот и главная героиня. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем знакомство. Это ваш кабинет, офис, гараж, место вашей работы. Вообще, расскажите, с чего все началось? Почему такая хрупкая девушка решила заняться таким вот, ну, как многие считают, мужским видом деятельности? Я решила сперва любительский, просто там немножко зятья же эти сварщики. Из-за этого там любопытство. Потом какое-то время прошло, и вот когда за детьми, когда выросли, я поехала там учиться на сварщика. Это прям было ваше решение? Да. Вы прям хотели в дальнейшем свою деятельность связать? Через центр занятости. Они оплатили, и я 4 месяца доучилась. Как давно вы этим занимаетесь? Только начала. Какие успехи? Вот это, я так понимаю, уже результат вашей работы? Ага. Вот это
сани, которые Давайте на буране. посмотрим. Ага. Сколько у вас ушло времени? Вы полностью все сделали? Полностью, нет, Самостоятельно? ага, полностью сама. 2 дня прошло. У вас 2 сына? Нет, 5 сыновей. Пятеро сыновей, ну просто двое нас встретили. Ваши мужчины, вашего семьи, как они восприняли вашу деятельность, ваш род занятий? Не, отлично. Сами учатся здесь. Старший уже варит. Сколько? Старшим сколько лет? 20 лет. Здорово. А до этого чем занимались? До этого, с детьми сидела. И до этого чумоработницей работала в стадии. Вот для вашей местности, для вашего образа жизни профессия сварщика, она необходима? Она актуальна? Да. Здесь металла мало. Далеко же живем из-за этого. Я это купила вот. Плазморез. Ух ты! Вот это должна старые эти машины разобрать и построить там забор. Ты. Другие жены на платье тратятся, да? Здорово. Это полуавтомат, а это плазморез. Там еще должна купить компрессор и там вагон. А селяне уже обращаются к вам за помощью? Ага, вот заказы есть. А что вот это вот такое очень красивое? Я вот зашла, сразу тут трафарет увидела. Ага. Это перегородка. Вот тоже это перегородка. Но это осенью заказывали. Так вы еще и художница. Друзья, на самом деле, я думаю, стоит взять это крупным планом, чтобы посмотреть, потому что это выполнено очень аккуратно. Это действительно ажурный рисунок на доске шириной не больше 1 сантиметра. Но тем не менее, все очень красиво, все очень четко. И вот прям вот видно, что с женским творчеством прям подошли к этому. А вот это ось, да, или тоже олень? Нет, олень. И сколько у вас времени занимает? Это долго. Где-то неделю, наверное. Рисовать сперва, потом эскизы так поставить, потом рисовать. Там и много там не до этих, из-за этого. Сколько есть шансов на вторую попытку? Вторую попытку. Или надо все сделать с первого Сразу, раза? с первого раза. Но если ошибка будет, там другой рисунок делаю. Если ошибка будет. Я хочу научиться. Ну ладно, научиться. Это громко сказано. Попробовать свои силы. Что для этого нужно? Я достаточно стильно одета. Какую? Вот это оденьте, да? Да, давайте, как скажете. Все, что нужно. Это плотный. Я так понимаю, волосы мне убрать, да, тоже надо? Да. Хорошо. Сейчас мы тогда... Расскажите, пожалуйста, ту самую необходимую технику безопасности. Техника безопасности. Что сказать-то? Что надо сказать? Как себя обезопасить? Надо это, когда электричество плюс-минус включается, там надо от этого электрода далеко от себя надо держать друг друга от друга. А вот когда вы проходили обучение, много ли было в потоке еще девушек? Нет, я одна была. И как вас ваши однокурсники восприняли? Нормально. Нормально? То есть они как бы не ходили там, не подшушукивались, не Нет. хихикали такие? Нет. Сразу знали, что ты Инстаграм выйдешь, потом телевидение выйдешь. Заранее знали, девушками. Есть ли в таком непростом деле место для творчества? Творчество, да. Вот плазморезом тоже такие узоры хочу делать. Только на металле. Ну, кроме этого, это же достаточно, в принципе, для любого пола это такая вредная профессия. И глаза могут пострадать, Да. и еще что-нибудь.
А, перчатка у меня только одна. Ух ты, это кто там? Вы посмотрите, это кто там? Это еще один помощник. Самый молодой? Испытано на себе. Не-не-не, вот это. Вот так. А, ой, господи. Все. И чё Нормально? Нормально? Ну, я не знаю, что такое нормально, но как-то... Видно, не видно? Там... Нет, видеть-то я вижу, А, вот эту. но только Возьми. я ничего не вижу. Очень необычно для меня головной убор. Ой, я его, по-моему, расстегнула. А, вот все затянула. Прям... Ой, нет. Что-то я излишку дала. Ага. Как я выгляжу? Нормально. Вот такими способами. Так, маску надеваю, да? Маску, ага. Как далеко я должна находиться от... Вот, нормально. от всего? И сперва показываю, да? Хорошо, да. Ой! Зигзагообразная, да? Угу. Ну, зигзаг, вот так, поменьше. С первого круга. Так, а я что делаю? Я просто ее прижимаю к железке, Ага, прижимаем. и она сама, да, заискрит, я ничего не нажимаю. Ага. Ой, ой, так страшно. Она ничего не делает. А делает Ой, медленно, медленно. получилось? У меня получилось! Боже, я хочу продолжить. Вот так мелкими этими. Помельче, да, Ага, делать? поменьше зигзагом. Я просто растерялась. Она опять ничего не делает. Стучите. Ой. Вот, вот, ага. Все. Я приэтовалась. Ой. Вот. Корявенько, но зато с душой. Сильно. Ой. Так делаю, когда прилипает, он такими движениями. Вот, А, то есть я должна он её такими движениями, ага, когда прилипнет. Подожди. И сколько вот таких бенгальских огонечков? Подлиннее стало. У-ля-ля! Друзья, вы
должны видеть результат моей работы. Я, конечно, вижу, что это не идеально, это не настолько прекрасно, как это должно быть на самом деле. Но вот как вы можете на первого раза оценить вот это вот? Нормально. Все. Все. Хорошо, отлично. Нормально. Классно! Мне нравится. Испытано на себе. Так, ну мне нравится, но можно, да, уже? Ой, шлем. О, боже мой, как вот... Наверное, самое главное это вот сохранять самообладание от первой искры, потому что... И спокойствие главное. Угу. Ну вот я работе. смотрю, у вас вот некоторые изделия, которые вы делаете, да, вот с элементами ковки. Узоры. Ковки. Холодная ковка. То есть вы еще, кроме того, что занимаетесь сварочным делом, так вы еще и в чем-то кузнец. Мгм. Вот оборудование. Вот это вот как раз таки, оно для этого и нужно, да? Да, да. Самую свою первую модель, первое изделие, которое сделали, помните ли вы его? Нет, первое вот это есть. Вот это вот оно, Ага. получается, самое Ага, серьезное. Ага. Ну, с узорами. Мгм. А вообще вот именно, когда действительно уже проходили практику сварочного дела, Там не было таких ковков. Просто там гараж, там сварили, забор делали. мгм. Простые работы. Всё. А там это сама. И сколько нужно времени для того, чтобы поставить забор, ну там среднего участка там 2 сотки? Ой, не знаю. Я летом только когда знаю пробовать. А когда уже проходили обучение, у вас там были такие планы там, так вот приеду, первым делом сделаю вот это, потом сделаю там сани, потом сделаю забор, потом еще что-нибудь. Вот. Есть, есть. Творчество. Ага. Сперва оборудование должна купить. Мгм. Потом оборудование. Вот эти станки летом покупала, это зимой, до Нового года. Самозанятость. Соцконтракт дали Мгм. на 200 тысяч. Вот их купила. А оборудование, материалы вот. Уже закончились материалы, к сожалению. Вот. А печку тоже вы делали? Не, печка. Печка уже готовая, да? Готовая. Готовая. А вот что касается именно оборудования, вот мы однажды маленькие в детстве нашли вот это вот, но мы же не знали, что там сварка проходила под домом. Мы думали, что это бенгальские огни. Мы такие, о, боже мой, у нас Новый год во дворе. Что это такое вообще? Как это правильно называется? Электрод. Мгм. Электрод называется. И вот одного его на сколько часов, там, минут работы хватает? Ну, где-то на один шов только хватает. Это по Где-то, размерам ага. сколько? 10, 20? Ну, например, вот такую есть, если сделаю вот. Но это считается сложный шов, то есть он не по прямой, да? Угу. Вот такой. Ну, здесь 2-3 будет. А вообще это же как бы самый расходный материал такой. Да-да, самое Они прям расходное. летят, наверное, да, у вас? А Быстро возможность заканчивается. закупать Угу. Есть. вот здесь вот по месту? Да, есть. Не Магазины надо. продаются. Там китайские продают. А это они. Вот это они там лежат. А вот это для чего? Это... Это сани. А, это вот полозья. Ага, полозья. А, Вот это- такие сани должна сделать. Вот. Мгм. Одну продала оленевода. Вот таким образом будет. Так. Это куда? Сани же есть, бурана. Что которая по здесь. земле едет? Вот эта часть Да-да. или вот эта? Вот эта часть. Здесь была на тот пол. Вот. Сидушка. Ну, что, вот подводя итог нашей программы, что вы можете пожелать и девушкам, которые
думают, но, может быть, сомневаются из-за какой-то стереотипности данной профессии? Ой, не знаю. Но говорят, есть девушки сварщицы. Мгм. Вот. А какие ваши дальнейшие планы? Дальнейшее. Еще на больших оборудованиях надо учиться. И где-то работать, ехать с сыновьями где-то в вахте или где. А у вас сейчас какой разряд? Сейчас второй. А самый высший это который? Ай, не знаю точно. Здесь есть сварщики. Вот, у них спрашиваю. Они уже почувствовали конкуренцию? Нет. Или наоборот поддерживают? Наоборот, поддерживают. Но пока оборудование только у меня здесь, в поселке. Ни у кого нет. То есть парни уже начинают Ага. уступать. Ага. Ну, здорово. Ну, мы желаем вам дальнейших успехов. И, конечно же, мы надеемся, что вы не только на всю республику о себе заявите, но и в дальнейшем, в следующем году примете World Skills фестивалях и уже будете достойно представлять нашу республику где-то за пределами страны. Спасибо большое. Спасибо. Испытано на себе.